Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. С вами я, Вячеслав. Ну, значит, не обращайте на мой вид. Я только что приехал с рыбалки. По дороге заехал в гараж, отремонтировал там свои сани. Если вы следите за моим инстаграмом, то вы знаете, что у меня сломались сани. Вот. По дороге заехал, после гаража заехал на почту. Ну и по названию ролика, конечно же, вы поняли, что сегодня у меня будет распаковка посылки. Прошу прощения за беспорядок тут. Я нахожусь в отпуске. Во время отпуска я рыбачу, показываю вам сюжеты с рыбалки. Сегодня у меня очень хорошее настроение, две хорошие новости. Значит, попалась рыба на нашей сети. Был один налим. Вот. Ну и значит, это одна хорошая новость. И вторая новость, это я получил сегодня громадную посылку. Сейчас будем делать ее обзор. И сразу хочу сделать такое тоже небольшое объявление по поводу постройки химического завода. Значит, наше правительство все-таки, по-моему, планирует постройку этого завода, хоть и на этом сайте, который я давал ссылку в предыдущем видео, голосование уже закончено. Там тысячи людей выразили протест. Вот. Но все же они хотят, по-моему, построить. И один наш депутат выразил свой протест по поводу постройки. И вы можете зайти туда. Я приложу ссылку в описании к его протесту и присоединиться. И также написать ваш комментарий, то, что вы думаете по поводу строительства этого завода. Я свой комментарий там оставил. Можете зайти, почитать. Регистрация на портале не нужна, можно зайти через социальные сети, ВКонтакте или либо еще Facebook, какой у вас есть. Вот. Можете зарегистрироваться в портале. Это наш якутский портал, поэтому следите, пожалуйста, там за новостями, что будет дальше по поводу строительства этого метанолового завода, который ни нам, никому вообще не нужен тут. Вот. Давайте сейчас посмотрим. Это не будем о грустном, давайте поговорим о хорошем. Вот такая огромная вообще посылка мне пришла. Так, отправил ее Камачев Александр Сергеевич. Санкт-Петербурга. Вот. Давайте ее посмотрим. Он мне написал в Одноклассниках, что там. ВКонтакте, то есть. Но давайте вместе ее посмотрим. Я примерно только помню, что там. И это хорошо. Как будто в первый раз. Как будто сюрприз будет. Как тут она открывается-то? По-моему, вниз нужно резать. А вот она. Вот в этих местах. Вот, здоровая, огромная посылка просто. Даже на стол не помещается. Так. Наша почта уже пыталась открыть, посмотреть, видимо. Немножко была сдернута верхняя крышка. Ну, скорее всего, не наша, наверное, а тамошняя. Так все закутано. Извиняюсь.
Звонил один друг. Значит, так. Александр сказал распаковывать все аккуратно. Будем это делать аккуратно. Вот здесь вот даже написал крючки и вот отметил, и вот здесь дырочку оставил, и там видно, что там крючки. Не крючки, а пакетик. Сказал аккуратно распаковывать очень. Будем это делать, стараться максимально аккуратно. Хорошо так все упаковал. Отлично. Даже предохранение поставил от ударов. Александр красавчик. Классные крючки, кстати. По-моему, пойдет на линка, будет отлично. У линка рот небольшой. Вот такие крючочки. И они, между прочим, не только на линка такие пойдут, но еще и на сига будут отлично. Поменяюсь на блеснах, на которых уже затупились после окуня. Так, давайте дальше. Тут и детям отправил он моим. Это я тоже помню. Так, вот в такую из-под яиц. Так. Здесь нужно быть предельно аккуратным. Палец просовываю туда, чтобы не повредить ватник. Так. Убираем все это дело. Так, это тоже уберем в сторону. Аккуратно. Аккуратненько. Так. Это, судя по всему, газ. Вот. Я даже насквозь вижу, что это газ. Вот газ. 2 этих баллончика. Ух ты! Не погуляешь, не поешь, у нас говорят. Ну, в целлофановом пакете. Это детям сладости. Я уже вижу вот такие вот чудесные, какие-то вот сосательные, по-моему. Ну, конфеты, наверное, назовем так. Леденцы пусть будут. Так, такая коробочка увесистая. Ух ты! Ничего себе! И вот он, ватник. Полукомбинезон утепленный мужской. Темно-синий цвет. Санкт-Петербург. 88, 92, 170 на 176 на рост. Давайте проверим. Хоп! Ровно мой размер, вот. Отлично. Он еще расстегивается вот таким макаром, чтобы это два замка у него. Отлично. Но будем делать испытания завтра. Завтра, ребята, я хочу поехать поставить перемет. Вот. С карманами. Отлично, Александр. Спасибо большое. Завтра же уже одену его. Так, давайте теперь посмотрим по вот этой вот
по вложению вот этому. Тоже аккуратно распаковываем все. О, Александр просто меня шокирует, по-моему, сегодня. То, что надо, укроп сушеный. Ого, тут сколько приправ. Жена будет счастлива просто. Она будет просто счастлива. Будем использовать на кухне. Как много укропа. Спасибо, Александр. То, что надо. Дальше смотрим. Чем дальше, тем интереснее, друзья. Тем просто интереснее становится. Приправа универсальная, домашняя. Такие тоже используем. Здесь смесь перцев. Еще что там есть. Ну вот универсальную редко используем, но я буду ее в лес с собой возить, там, когда готовить что-нибудь. А то там в лесу слишком постно иногда бывает, так едим на скоряк. А с приправой будет вообще идеально. А дома стараемся вот такие вот натуральные сушеные, там эти укропы, петрушки, использовать перцы. Петрушка сушеная, петрушка, классно. Ну, спасибо, этого нам надолго хватит. Так, здесь у нас, чем дальше, тем интереснее, друзья. Кнор, домашние котлеты на второе. Так, это что? Плов. Ну, спасибо. Как много приправ, а? Здесь тоже все вот ароматная приправа. Здесь просто куча приправ. Так. Пряности для рыбы. Александр, очень благодарен. Даже вот есть кокос, стружка. Тоже добавлять, наверное, куда-то. Будем, наверное, смотреть рецепты, куда это все можно применить. Еще один претендент на нашу северную рыбку. Ребят, всем, кому обещал рыбу, скоро я ее отправлю, не переживайте. Скоро будет рябушка у нас. Ну, если будет, конечно. Надеюсь, что будет. Будем ее отправлять. Буду вялить, показывать об этом сюжете и отправлять. Также Александр мне положил здесь. Кстати, очень хорошая штука. Ее одевать это снутри, снизу. А то те эти Светлана Борисовна, которые отправила, вот шерстяные, да, вот они колючие очень. А вот это как раз будет изнутри, а потом воин написано, мой размер. Спасибо, Александр. Это одену, Светлана Борисовна, а потом твой Вадька сверху. О, вот это уже я люблю. Это и дети мои вообще это обожают, и я. Лесной орех, хлопья, Альпен Гольд, шоколад. Сладости мы вообще обожаем, всей семьей. Спасибо. Это мне нравится. Сегодня будем шоколадками объедаться. Вау!
кофе натуральный, молотый для кофеварки. Спасибо, Александр. У меня кофеварки нету, но я думаю, что как-нибудь я его попробую заварить. Ладно. Настоящий кофе, а то я такой пью. Обычный. Ладно, давайте попробуем. Посмотрим дальше что. Это я все пока сейчас отодвину сюда. Это на передний план. Спасибо, Александр, за эту чудесную кучу приправ. Жена обрадует. Сколько приправ привалило. После раз перца, говорит, нет у нее. Как готовили. Так, вот это детям. Вот это то, что они ждут и клянчут. Бензиновый. Отлично. Спасибо. Недавно они у девочки одной видели. И это... Ну, не продаются, здесь таких нету. Какая красота. И такой тоже спиннер. Ну все. Теперь они будут в школе самые блатные, я чувствую. И такой спиннер. Отлично. И такой спиннер. Отличненько. Еще один такой спиннер. У них куча спиннеров будет, я чувствую. Теперь спиннеры будут по всему дому. И такой спиннер. Ну хорошо, хоть выберут, какое остальное положим. Я очень строгий, поэтому чтоб не это. Так, это шнур для зиппы, я так понял. Для зажигалки. И свою зажигалку, он сказал, положит. Настоящую зиппа. Made in USA написано. Вот так выглядит настоящая зиппа. Ну я, может, не разбираюсь в зиппах. Но мне кажется, это, что она обычная, как любая обычная зажигалка, которая продается на рынке. Ну, я, видать, не особо разбираюсь. Ну, наверное, ну. Спасибо, Александр. Заправлю ее газом. Я, конечно, не курю, но костер разжигать, печку в балке разжигать так. Чё? Пойдет. Да нет, положу ее в этот снегоход, пускай в снежике лежит заправленная. В лес поеду, если будет нужна. Спасибо. Благодарю. Дальше идем. Маленький футлярчик. Ух ты, какой крутой спиннер, а! Этот вообще крутяцкий. Себе что ли оставить? Не шучу. Сыну, наверное. Сыну явно он захочет это взять. Сынок будет самый крутой, думаю. В школе все завидуются. Ну и, конечно, теперь мое любимое. Мои вкусняшки. Давайте их посмотрим вместе. Вот такая коробочка. Видно, что Александр свою прислал.
тем она и аутентичнее, тем она и как бы, ну, для меня как бы, как сказать, приятнее, что человек свое отправляет, то, чем он пользовался. Так, здесь сразу, значит, поехали. Сейчас я возьму камеру, поближе поднесу, чтобы все было видно. И будем сразу комментировать и смотреть. Вот они, хвостики, которые постоянно у меня отваливаются, написал Александр. Правильно заметил, они у меня постоянно отваливаются. Вот такая блесенка. Вот такая блесенка, между прочим, с двойным крючком. Будем все тестить. Скоро на рыбалку, на подлетку. Вот такая блесенка. Вот. Вот, вот, вот. О, здесь вообще куча целая. И маленькие воблеры. Пузырь написано. Фирма Пузырь, видать. Вот такие я только на картинках видел. Я не знаю, что это. Наверное, блесенка вот так. Чук-чук. Вертикального блеснения. Ну, хотя у нее не зацепляйка. Может быть, она и горизонтального блеснения. Вот интересный воблер. Думаю, будет работать у нас. Да, в принципе, у нас тут все работает, ребят, честно, если сказать. Вообще все работает. Вот это то, что мне не хватало. Для резин моих. Там резин же были, которые Родион прислал и другие. Вот. Вот такие джиг-головки пойдут. Вот маленькие вертушечки. Надо будет на ультралайт, который Родион прислал, вот такие вот, такими покидать. Ну так, мелочь половить какую-нибудь. Тоже маленькие вертушечки. Спасибо. И вот такие блесенки есть. О, это вообще интересная составная какая-то. Вот такой вот подарок. Спасибо Александру огромное. Так. Ну что же, Александр, посылка твоя пришла, вот, а ты волновался. На самом деле она шла очень долго, ее потеряли на почте, но так волей судьбы, что она нашлась, это хорошо. Посылку прислал Камачев Александр Сергеевич, спасибо ему огромное от меня и от подписчиков. Вот, завтра это все одену и поеду за Малином. Сейчас пойду детей радовать и жену. Спасибо. Ладно, всем пока. До новых встреч, друзья.